В эфире нашего телеканала итоговый выпуск новостей. На самых заметных событиях пятницы 17 декабря вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко и коротко о главных темах. Новый инвестпроект, в рамках которого в Якутске стартует строительство индивидуального жилья для населения, презентовали в столице. В Якутске завершилось строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Расскажем, как налажено производство уникального комплекса. В Нерюнгри прошел традиционный грантовый конкурс «Молодежная инициатива». Какие проекты были представлены на суд жюри? Новую многотопливную автомобильную заправку построят в Ленске. Наши коллеги выясняли, насколько она будет востребована среди водителей. Благодаря решениям главы Якутии Айсена Николаева в арктических районах республики продолжается строительство торгово-логистических центров. Первый зампред правительства региона Кирилл Бычков презентовал новый инвестпроект, в рамках которого в Якутске стартует строительство индивидуального жилья для населения. Масштабный региональный проект «Комплексные решения ИЖС» подразумевает малоэтажную застройку в двух районах столицы – на Вилюйском тракте рядом с постом ГАИ, а также на Базовом переулке. Моя коллега Ульяна Шагина узнала, насколько доступны эти дома населению, из чего их будут строить и насколько район застройки отвечает всем современным требованиям. Прямо сейчас здесь проходит закладка первой сваи будущего частного дома. Здесь, на Базовом переулке, уже до конца года будут построены первые 5 домов. Напомню, они будут строиться по технологии НХМ. По такой же технологии построены дома в Бескёле. Программа индивидуального жилищного строительства у нас сейчас активно развивается в соответствии с указами главы республики. Эта программа у нас в этом году получила мощный старт. Ее очень сильно поддерживает федеральная программа ипотеки. Мы знаем, что сейчас уже и в льготную ипотеку и ИЖС включили, поэтому под 7% можно получать кредиты под строительство индивидуальных жилищных домов. Панели по немецким технологиям «Массив Холсмауэр» хорошо зарекомендовали себя среди бескёльцев, в котором за один сезон возвели целый поселок после того, как дома жителей сгорели в лесном пожаре. Технологии МХМ позволяют возводить объекты в кратчайшие сроки. При этом по качеству и теплу ничем не уступают брусу или другим стройматериалам. Уже мы примерно строим с 2009 года, и очень много объектов построилось. В основном объекты, половина объектов ИЖС, половина объектов социальные. Это многоквартирные дома по программе переселения. Положительных отзывов много, да? Положительных отзывов очень много. Генеральным застройщиком проектов определено Республиканское ипотечное агентство, которые уже разработали типовой проект будущих МХМ-домов. На участках порядка 10 соток будут строить одноэтажные дома в стиле сканди, площадью не менее 90 квадратных метров. В данных домах будет газ, индивидуальное отопление, вода, к сожалению, будет привозная на септиках. В целом все. Дальше также будет производиться у нас, пока мы начинаем с одноэтажных домов, а дальше уже по мере реализации проектов будем смотреть потребность людей. Кто-то, может, захочет двухэтажные дома, что-то побольше, получше, еще как-то, поэтому будем уже подходить индивидуально. Работа на Базовом переулке уже началась. Подрядчики уже расчистили территорию под стройку и уже сегодня заложили первую сваю дома. До конца года 5 первых коробок домов будут украшать этот район. Сегодня нам задача поставлена РИА, компания ипотечной организации республиканской, что мы должны построить 302 дома до конца следующего года. Но мы хотим по опыту Бескёля, которым мы занимались осенью, думаем, мы раньше завершим. И те, которые опыт набраны, мы здесь применим максимально еще усовершенствованным. Проект на Базовом переулке уже осенью следующего года приобретет свои окончательные очертания. После строительства домов подведут и дороги с окружного шоссе. Застройщик заверил, что новый частный квартал станет комфортным и современным местом для будущих семей, которые приобретут здесь дома. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск.
Технопарк «Якутия» стал лучшей идеей по созданию новых рабочих мест, инновационных проектов и продвижению имиджа региона. Об этом сегодня, подводя итоги первого десятилетия, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Благодаря этому проекту креативная молодежь и в том числе бизнес-сообщество получили новые возможности развития. Сегодня Якутия по праву считается IT-центром на всем Дальнем Востоке. Проекты якутских стартаперов сегодня уже вышли на российский рынок. Они каждый год расширяют свои границы, и теперь настало время заявить о себе уже и за пределами страны. И такие шансы есть. Сегодня прошел форум под названием «Региональная инновационная экосистема «Эволюция», где участники обсуждали на разных площадках возможности продолжения развития IT-сферы в регионе. По итогам форума руководство технопарка определит траекторию развития этого сектора современной экономики Якутии. Мы должны нести ответственность за свою землю, за экологию этой земли, за ее развитие. И, безусловно, вот до сего момента, конечно же, Якутия в первую очередь ассоциируется с алмазом, с золотом, с углем. Мы совсем недавно еще гордо говорили, что вот Якутия – это кладезь природных богатств, это вся таблица Менделеева. Вы знаете, лет через 50, может, это вообще даже не надо будет делать. И тогда на первую сцену, на авансцену выйдет то, насколько эта территория способна генерить продукты, созданные человеческими талантами, человеческим умом. И вот то, что у нас в Якутии инновационная система, экосистема начала появляться, это наше огромное достижение. Наверное, это одно из главных наших достижений, наряду с тем, что у нас на территории находится Северо-Восточный федеральный университет. Вот если так по-серьезному. В Якутске завершилось строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Проект стартовал в 2016 году с небольшой экспериментальной теплицы площадью 0,1 гектара. О том, как налажено производство уникального и самого крупного тепличного комплекса, расскажет Саргалана Неустроева. Всего 5 лет назад агропромышленный комплекс «Саюри» представлял из себя всего одну небольшую круглогодичную теплицу. Тогда ее строительство на территории вечной мерзлоты назвали технологическим прорывом. Мало кто верил в успех этой компании, но уже сегодня «Саюри» – это 15 тепличных блоков и более 3 гектаров выращиваемых овощей. Последние 6 блоков открыли совсем недавно. И хоть технология остается прежней, «Саюри» продолжает совершенствоваться. У нас есть небольшое нововведение, так скажем. Если раньше у нас теплицы состояли практически полностью из пленки эвклин, то сейчас было принято решение сделать стены из сэндвич-панелей. Что касаемо кровли, крыши, то мы приняли решение все-таки оставить пленку эвклин, так как у нее очень хорошая светопропускаемость. Соответственно, солнечные лучи мы получаем в нужном количестве. Ежегодно «Саюри» производит порядка 1500 тонн овощей. С вводом новых теплиц производство увеличится до 2500. Более того, возможно, уже совсем скоро якутские прилавки пополнятся и местными клубникой, баклажаном и перцем. В данный момент у нас выращивается основной это огурец, томат и салат с зеленью. Но также для себя, для сорта испытаний мы пробуем вырастить баклажаны, перцы, клубнику. А сейчас идет апробация технологии, и если все будет хорошо, то в следующем году уже будет все в больших объемах. В качестве выращиваемых овощей можно не сомневаться. В производстве совсем не используется чернозем, который рискует заразить растения паразитами и болезнями. Вместо него агрономы применяют кокосовый торф, а по трубкам к овощам регулярно поступают удобрения. Мало кто знает, но на производстве «Саюри» трудятся и совсем уж маленькие работники. Шмели в теплицах комплекса также способствуют росту овощей. Они опыляют растения и придают плодам тот самый сочный вкус. Разумеется, немалую роль на производстве играет не только профессионализм сотрудников, но и их искренняя увлеченность делом. Тебе дают теплицу, вот целая теплица, как бы это уже моя теплица, да. К каждому помидору надо относиться как-то с любовью. Не надо же там все ходить, ломать. Это, конечно же, надо как-то к ним бережно относиться. Мы, каждый овощевод, вкладываем туда-сюда нашу работу, всю душу и всю любовь.
Сегодня Саюри – это лидер овощного производства в республике, который не имеет конкурентов на рынке. Продукция комплекса всегда раскупается за считанные минуты, а это значит, что Саюри все еще есть куда расти. О наращивании производства высказался и глава республики Айсен Николаев в ходе торжественного мероприятия, посвященного завершению строительства Саюри. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. Перейдем к эпидобстановке. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет почти 58%, а число полностью вакцинированных от коронавируса более 70 миллионов человек. При этом необходимого уровня коллективного иммунитета пока достиг только один субъект – это Севастополь. Наилучшие показатели сегодня наблюдаются в Чукотском автономном округе, на Республике Карелия, Санкт-Петербурге, Московской области, Республике Тыва и Москве, где привились более 70% населения. Что касается ситуации у нас в республике, то за минувшие сутки в Якутии выявили 183 новых случая заболеваемости COVID-19. Из них в столице региона зарегистрировали 73 заболевших. 21 случай выявлен в Нерюнгринском районе, 18 заразившихся в Алданском, 11 в Сунтарском. В Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах по 10 заболевших. Еще в 10 районах республики выявлено от 1 до 9 случаев заболевания коронавирусом. Среди 183 случаев 38 заболевших дети. Еще раз обращаю внимание на необходимость, особенно руководству образовательных организаций, в преддверии проведения как праздников в учебных заведениях, так и дошкольных образовательных учреждений, при их проведении не допускать нарушения норм санитарно-эпидемиологического надзора и контроля. Из 145 взрослых непривитых 139 человек, 96% это составляет. Сегодня в стационарах получают лечение 991 пациент, в состоянии средней тяжести 905 человек, в тяжелом состоянии 86, из них 84 пациента непривитые. И к другим темам. В Нерюнгри прошел традиционный грантовый конкурс «Молодежная инициатива». В этом году конкурс прошел уже в 4-й раз. Из 10 поданных заявок к защите проекта допущены 7 участников. Все подробности далее в сюжете. Участники конкурса – это молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Проекты представлены в 3 номинациях – творчество, патриотическое воспитание и волонтерство. Для того, чтобы претендовать на грант, молодым людям было необходимо подать грантовую заявку установленной формы. На сайте «Молодежь РФ» размещены рекомендации по их заполнению и обучающий курс по написанию грантов. Для нас реализация данного проекта молодежной инициативы очень важный инструмент по поддержке молодежных инициатив. Мы считаем, что благодаря именно такому грантовому конкурсу молодежь нашего города может реализовать свой потенциал по основным направлениям и рассказать о себе и заявить о себе как о лидере молодежи. В номинации «Творческие инициативы» были представлены проекты «Стартап», «Семейная мастерская», «Городские велопарки», «Утро начинается с кофе». В номинации «Гражданско-патриотическое воспитание», «Посылка солдату» и «Финансовая грамотность для молодежи». В номинации «Развитие волонтерства», «Школа волонтера» и «Игры нашего двора». По результатам конкурса 3 участников получат гранты на реализацию проектов в сумме 100 тысяч рублей. Сегодня я представлял проект «Игры нашего двора». Цель моего проекта – это возродить игры наших родителей и моей молодости, чтобы нынешнее поколение не сидело дома и не играло в телефонах, а проводило время, хорошо используя на свежем воздухе. Грантовое средство у нас пойдет на оборудование, в первую очередь для проведения фестиваля, на котором как раз таки мы представим несколько площадок. Каждая площадка будет сопутствовать своей игре. Реализовать проект ребята смогут до 1 сентября 2022 года. Результаты отбора будут известны в ближайший понедельник. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ну а сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Ну а мы продолжаем нашу программу. Вы смотрите «Итоги дня».
Айсен Николаев попросил железные дороги Якутии рассмотреть льготные тарифы для предприятий, занимающихся транспортировкой пластика для его последующей переработки в других регионах страны. С просьбой посодействовать предпринимателям в получении льготных тарифов обратился накануне на встрече главы республики с блогерами один из основателей якутской экологической компании Сергей Петров. На встрече Айсен Николаев сообщил, что в Якутске в ближайшие годы будет построена мусороперегрузочная станция, которая позволит обрабатывать порядка 36% поступивших твердых коммунальных отходов. Итоги работы подвели члены Общественной палаты республики. Напомним, в этом году консультативно-совещательный орган празднует 10-летний юбилей со дня основания. Так, в рамках торжественного события прошел ряд мероприятий, участие в которых, помимо членов Общественной палаты, приняли и представители правительства республики, органов муниципальной власти и общественных организаций. В ходе работы члены палаты обсудили проекты по устойчивому развитию гражданского общества, итоги избирательной кампании текущего года, сотрудничество общества и власти, а также взаимодействие с Общественной палатой России. Год матери, который объявлен у нас, объявил Илдархан Республика, Айсен Сергеевич Николаев. 2020 год, конечно, для Общественной палаты это будет иметь очень важное значение, и работы будет много совместной нашей. Задачи Общественной палаты, они неизменны. Это, конечно, наше взаимодействие с нашим населением, чтобы вовремя давали сигналы на уровень законодательный, на уровень исполнительной власти. Фонд целевого капитала Северо-Восточного федерального университета пополнился средствами компании «Алроса» на сумму в 50 миллионов рублей. Алмазодобывающая компания также отдельно поддерживает развитие Мирнинского политехнического филиала, ежегодно перечисляя 5,5 миллионов рублей. В этом году компания помогла сформировать целевой капитал для инициатив Политехнического института Северо-Восточного федерального университета объемом в 10 миллионов рублей. Напомним, в 2012 году компанией сформирован ежегодно пополняется целевой капитал на уставную деятельность университета. Его текущий объем составляет 409 миллионов рублей. В 2012 году учредила первый целевой капитал в нашем эндаументе, который сейчас является самым большим по объему, более 300 миллионов рублей. И в течение 10 лет учредила потом еще 2 целевых капитала на различные цели. Это на развитие кадрового потенциала университета. И в этом году она передала средства, также пополнив основной целевой капитал и создав новый на развитие нашего филиала в городе Мирный. Расходуется только доход, который мы ежегодно направляем на различные проекты. Это капитальный ремонт или проектирование объектов на территории кампуса университета, научно-исследовательские проекты, которые достаточно финансово затратные, социальная поддержка сотрудников университета и обучающихся, различные именные стипендии. То есть очень большой спектр проектов, которые финансируются именно из средств, которые пожертвовала компания. В ходе ежегодного послания Госсобранию Айсен Николаев объявил наступающий 2020 год в республике Годом матери. Он подчеркнул, что в Год матери обратим особое внимание расширению возможностей женщин для получения новых компетенций. Женщины-матери будут в центре внимания служб занятости вне зависимости от места проживания, возраста и социального положения. По словам руководителя Якутии, в регионе будут продолжены новые программы женского здоровья с персонализированным сопровождением. Безусловно, это очень хорошая поддержка от нашего главы республики. Каждая мама будет рада, и каждая семья нуждается всегда в поддержке, особенно финансовой. Затраты очень большие, особенно перед тем, когда мы ждем малыша. Поэтому, конечно, безусловно, это очень здорово, что у нас в юбилейный год для нашей республики появляется такая новая поддержка. Для многодетных семей это вдвойне, мне кажется, приятно, когда наша республика, наша страна не забывает про мамочек, поддерживает их. Отметим, благодаря решениям главы Якутии Айсена Николаева в арктических районах республики продолжается строительство торгово-логистических центров. Якутопторг перешел на новую систему завоза продовольствия до отдаленных, труднодоступных населенных пунктов. На 23 единицы увеличился охват сел, а объем завозимых продуктов дошел до 120 тонн. В этом году осуществлен первый этап проекта. Были построены торгово-логистические центры в поселках Белая гора и Усть-Куйга.
Отмечаем, что в этом году также отошли от вертолетных рейсов и перешли на рейсы самолетами Ан-2. Если раньше Якутопторг охватывал из 82 отдаленных населенных пунктов Арктики только 19, то в этом году увеличили охват до 42 населенных пунктов в рамках действующего финансирования и увеличили объем завоза с 34 до 120 тонн. Инвесторам компенсируют часть затрат на строительство газовых заправок в регионе. Субсидии предусмотрены новым постановлением правительства. Его подписали в ноябре этого года. Меры могут дать толчок в развитии сети газовых заправок, считают власти Якутии. Первая заправка по республиканской программе появилась в Якутске. На очереди Ленск и Покровск. Будет ли востребована АЗС в Ленске, выясняла Олеся Васева. На дисплее заправочной колонки сразу несколько непривычных характеристик – плотность, давление, объем. Здесь автотранспорт заправляют природным газом. Эта автозаправочная станция в Якутске первая, построенная по республиканской программе. В Якутии с ноября этого года возмещают часть затрат, связанных со строительством станций, где заправляют природным газом. Его преимущества водители оценили. Ну, с точки зрения экологии, это меньше выбросов газов, вообще экология не страдает. И с точки зрения финансов это очень выгодно заправляться метаном, так как стоит в разы дешевле. Новая АЗС многотопливная. Кроме компримированного природного газа, здесь есть колонки с 4 видами традиционного жидкомоторного топлива. Есть зарядка для электромобилей. Для удобства клиента увеличен зал обслуживания. Здесь можно купить сопутствующие товары и выпить чашечку кофе. Теперь Саханефтегазсбыт планирует поэтапную реконструкцию всех АЗС на территории республики. Их приведут к единому стандарту обслуживания. В очереди на реконструкцию заправки в Покровске и Ленске. В городе Ленск работы уже начаты. Разработана проектно-сметная документация, получено разрешение на техническое присоединение к газовым сетям, закуплено основное оборудование, компрессорные станции, топливораздаточные колонки. Ввод в эксплуатацию многофункциональной заправочной станции в городе Ленск планируется в третьем квартале 2022 года. Заправку в Ленске построят не с нуля. Под реконструкцию попадает старая АЗС номер 48 в промышленном районе города. Здесь заправляется автопарк «Алмаздортранс». Потенциальный клиент, генеральный перевозчик «Алроса», постепенно переводит подвижной состав на природный газ. В «Алроса» с 2016 года эксплуатируют газовый транспорт. Пока только на Мирнинской и Айхальской площадках. Закупают автобусы, тестируют карьерную технику, переводят на природный газ сидельные тягачи. Ленск – важная логистическая точка в доставке грузов на север. И газовая заправка здесь тоже нужна. Это обсуждали представители региональных компаний и Саханефтегазсбыта в начале 2020 года. Тогда из-за отсутствия мер поддержки в республиканской программе сроки строительства объекта сместили. Сейчас, когда есть инвестор и закуплено оборудование для строительства АЗС, «Алмаздортранс» пересматривает программу обновления автопарка на 2022-2025 годы. Тема применения природного газа метан актуальна. По Ленску мы планируем порядка 100 машин перевести транзитного транспорта чисто в газовый режим, и около 50-60 машин почасового транспорта. Саханефтегазсбыт ожидает, что заправка будет востребована и муниципальным транспортом. Станция в Якутске ждет поступления 100 новых газовых автобусов. Они поступят в марте 2022 года. Опыт перевода городских перевозок на альтернативное топливо могут перенять и районы республики. Олеся Васева, Дмитрий Стефанов, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Россияне смогут вернуть деньги за аннулированные из-за пандемии туры. Обращаться к туроператорам могут только те туристы, которые купили путевки по тем направлениям, которые уже открыты. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Дагузова. Она пояснила, что туроператоры смогут обращаться в ассоциацию «Турпомощь» за средствами своих фондов персональной ответственности. Проект постановления об этом внесен в правительство. При этом она подчеркнула, что Ростуризм поддерживает решение Госдумы о продлении переноса обязательств туроператоров до конца следующего года по тем странам, которые так и не открылись для туристов. Это решение позволит туроператорам продолжить постепенно выполнять свои обязательства перед туристами.
Ну и в завершении выпуска коротко о погоде на выходные. По прогнозу Гидрометцентра России в столице республики в выходные дни ожидается облачная погода с небольшим кратковременным снегом. В субботу, 18 декабря, синоптики прогнозируют облачный день с небольшим снегом. Днем столбик термометра покажет минус 38 градусов, а ночью похолодает до минус 45. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В воскресенье, 19 декабря, также ожидается облачная погода с небольшим кратковременным снегом. Температура воздуха днем составит минус 41, а ночью минус 43 градуса. И все это при северном ветре скоростью 1 метр в секунду. Что ж, таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.